Как будет развиваться туризм внутри страны и какие направления наиболее перспективны? Сейчас основная задача в связи с санкционными ограничениями связана с тем, что очень большой поток переориентировался туристов на внутренний туризм. И наша инфраструктура не совсем готова к такому наплыву, поэтому наша главная задача сейчас резкое расширение мест размещения. Поэтому сегодня на федеральном уровне поддерживаются программы по строительству глэмпингов, модульных гостиниц, тех, скажем так, мест размещения, которые можно построить быстро и которые могут обеспечить тот запрос общества, который есть. Вторая задача – обеспечить транспортную доступность, потому что сегодня в связи с теми же санкциями и ограничениями, в том числе с военной операцией на Украине, летний сезон находится на грани срыва. Но мы сейчас отрабатываем повестку и железной дорогой, и с автомобильным транспортом. Я надеюсь, что если не 100%, но хотя бы 70% желающих отдохнуть на юге мы сможем удовлетворить. Другой вопрос, что на будущий год нам нужно думать над тем, чтобы переориентировать наших россиян, отдыхающих, на другие направления. И вот сегодняшняя встреча, на мой взгляд, является тоже тем сигналом для туриндустрии, для россиян, что есть еще места, куда можно поехать и получить наслаждение, получить отдых, не обязательно ехать к морю. В частности, какие на сегодняшний день перспективы развития туризма в Якутии существуют? Основной камень преткновения, мы сегодня разговаривали с Алексеем Ильичем, это, конечно, транспортная доступность. Перспектива с точки зрения эксклюзива. То, что может предложить Якутия, предложить едва ли кто может. Я сейчас говорю про круизные, допустим, какие-то туристические прогулки по Северо-Ледовитому океану. Я говорю сейчас о этнических, национальных особенностях, там праздник Исех, например. Я сейчас говорю об охотничьем и о рыболовном туризме. То есть это говорит о том, что Якутии есть что предложить на рынке, на туристическом. Основная проблема, которую сегодня нужно решить, это транспортная доступность, чтобы деньги, которые люди тратят на транспорт, не съедали 80% от всего турпродукта. Если нам удастся совместными решениями, усилиями этот вопрос решить, то, соответственно, я думаю, что Якутия как республика с эксклюзивным туристическим предложением может выйти на рынок очень быстро и уверенно. Мы очень рады. Во-первых, это новый созданный комитет профильный в стенах Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Мы знаем, что такого комитета профильного именно по туризму и туристической инфраструктуре в Государственной Думе не было. Этот комитет создан, Сангаджи Андреевич его возглавляет, его первым заместителем является давний друг Якутии Николай Сергеевич Валуев. И первое выездное заседание комитета у нас состоялось в нашем субъекте в Республике Саха-Якутия. Это определенный символ. Мы считаем, что здесь приняты достаточно хорошие решения по проекту. Мы их будем дорабатывать совместно. Профильный комитет нашего Государственного собрания совместно с аппаратом комитета Сангаджи Андреевича. И думаю, что будут приняты те пункты, которые высказывали сегодня народные депутаты республики и руководство Государственного собрания, и руководство комитета согласилось с нашими пожеланиями. Это, конечно же, по выездному туризму для самих жителей республики. Мы знаем, что нуждаемся в солнце, мы нуждаемся в море. Многие жители республики, к сожалению, не могут выехать, потому что пресловутая наша транспортная доступность очень нам мешает. Мы очень надеемся, что из федерального бюджета у нас увеличится количество субсидированных авиабилетов, которыми жители Якутии смогут воспользоваться именно в высокий сезон и летний сезон. А не секрет в том, что летний сезон авиакомпании у нас, к сожалению, поднимают тарифы, и многие жители не могут просто-напросто выехать за пределы нашей республики. Вторую тему, которую мы подняли, это возмещение части расходов на санаторно-курортное лечение, которые жители нашей республики. Мы знаем, что это сейчас возлагается на профсоюзы, но профсоюзы, к сожалению, с теми объемами, которыми нуждаются наши жители, не справляются. И мы просим федеральный центр, чтобы из федерального бюджета часть расходов каким-то образом компенсировалась и хотя бы начался разговор для того, чтобы это было включено в будущем в проекты федеральных бюджетов. И, конечно же, разговор вокруг въездного туризма в нашу республику. Мы понимаем, что это будут в основном обеспеченные люди, которые это экологический туризм, рыболовный туризм, охотничий туризм. Мы должны здесь сделать соответствующую инфраструктуру в республике, мы должны сделать соответствующую
логистику, мы должны сделать соответствующую сервис для того, чтобы те люди, которые желают приехать в нашу республику, посетить нашу республику, они имели желание возвратиться вновь. Потому что это рабочие места для наших жителей. Это не только гостиничный бизнес, это не только ресторанный бизнес, это не только туристические фирмы, но это определенные доходы населения, особенно для сельских поселений, куда поедут именно эти виды туризма. Думаю, что внутренний туризм мы в целях сами сможем развивать, и он у нас в Республике Саха-Якутия неплохо развивается. А вот в части въездного и выездного туризма у нас вот такие вот есть предложения в адрес федерального центра. И в заключение мы хотели бы уточниться с Ангаджи Андреевичем, вот в кулуарах мы уже разговариваем. В проекте решения у нас есть такой пункт о том, чтобы предоставить определенный вид льгот по федеральным налогам. Но нам нужно будет вокруг этой темы очень плотно поработать, потому что само внесение изменений в налоговый кодекс Российской Федерации, оно предполагает очень большие трудности, соответствующую процедуру. И именно для туристических фирм, которые занимаются в Дальневосточном федеральном округе, нам нужно будет определить вид федерального налога, по которому нам нужно будет предоставлять соответствующие льготы. Планируется ли расширение чартерной программы в регионы Дальнего Востока, увеличение числа рейсов? И второй вопрос. Как вы считаете, может ли Северный морской путь стать туристическим маршрутом и насколько он может быть востребован такой маршрут? Мы ставим вопрос об увеличении чартерных перевозок с программой субсидирования. Мы хотим, чтобы в эту программу вошла Якутия. Но я хочу, чтобы вы понимали, то, что сейчас сказал Алексей Ильич, мне кажется, что Якутия не должна стать таким массовым местом, куда много людей приезжают. Почему? Потому что, во-первых, это природа, во-вторых, это инфраструктура. Мне кажется, что на данный момент Якутия должна быть дорогой, эксклюзивной и качественной. Вот когда у вас, скажем так, будет не количество туристов, а средний чек тех, кто приезжает сюда, будет выше среднего, мне кажется, это тоже имеет место быть как стратегия развития туристической отрасли. То есть я о чем говорю? Юг у нас заполняется за счет эконом-варианта и большого-большого количества отдыхающих. Но Якутия, на мой взгляд, это немножко другая история. И вот здесь очень важно вот местным чиновникам, местным экспертам туристическим осмыслить и понять, какое концептуальное развитие для Якутии сегодня нужно выбрать. И после этого мы сможем четко подобрать инструментарий, который бы позволил точечно улучшить ту инфраструктуру, которая даст тот продукт, который можно предлагать на рынке. Что касается выездного туризма, то есть об отдыхе жителей Республики Якутия в южных регионах России, тут я полностью согласен и поддерживаю. Мы предлагаем дополнительные льготы, дополнительное увеличение кэшбэка, мы предлагаем какие-то дополнительные преференции для социально незащищенных слоев населения, и это прежде всего будет касаться, конечно, ДФО, потому что добраться из ДФО, из Дальневосточного федерального округа до, скажем так, южных регионов России крайне сложно, мы это понимаем. Северный морской путь, но мы здесь упираемся во флот. У нас сейчас не так много верфей, которые могут производить такого уровня круизные корабли. В целом, конечно, это очень интересно и тоже, кстати, эксклюзивное предложение. Вот мы сегодня это обсуждали, я даже сравнил это с полетом в космос, потому что поехать на Северный Ледовитый океан, посмотреть на то, что там происходит, это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, это, скажем так, то, что ты не увидишь нигде, эксклюзивно. По большому счету, то это направление тоже относится к эксклюзивному и дорогому виду отдыха. Какой сегодня основной тогда итог достигнут по итогам выездного совещания? И есть ли шансы, что предложения Якутии будут внесены в федеральное законодательство? Я считаю, что главное это то, что мы на площадке Республики Якутия подняли диалог и услышали друг друга. И по многим точкам мы как бы сошлись и синхронизировались. То, что большая часть предложений и большая часть, скажем так, инициатив войдет в финальный документ, это факт. Мы уже сегодня это с голоса подтвердили. Сколько из этих предложений и инициатив дойдет до реального воплощения законопроекта, покажет время. Все зависит от того, как мы качественно отработаем инструментарий, как мы правильно будем аргументировать это перед исполнительной властью в том числе, потому что принятие законопроекта, вообще сам процесс законопроекта, это такая комплексная, многопрофильная работа.
То, что мы сейчас здесь генерим, это полностью законодательная инициатива. Но она должна быть поддержана исполнительной властью, под нее должны быть выделены деньги, и это должно показать себя на практике эффективно. Поэтому отвечать на вопрос однозначно, что все войдет, конечно, я не буду. Я вам честно говорю, как мы будем работать в этом направлении. Я совершенно согласен с Алмаджи Андреевичем. В основном мы должны понять, что законотворческий процесс он достаточно сложный, особенно когда мы вносим соответствующие изменения в федеральное законодательство. И то, что профильный комитет Государственной Думы побывал в субъекте Российской Федерации, именно и на месте он услышал наши предложения, это дорогого стоит, потому что я, как человек, который не первый год работает народным депутатом и был представителем и в 5-м созыве Государственного собрания, и в Федеральном собрании Российской Федерации, когда мы продвигали собственные федеральные инициативы, знаю на практике, что когда комитет профильный опирается на мнение субъектов и на те решения, которые были выработаны именно на местах, эти решения продвигаются лучше. И Дальневосточному федеральному округу мы должны понять, у нас большое внимание уделяется со стороны федерального центра, и то, что они начали с нашей республики, я еще раз подчеркиваю, это совершенно правильно. И именно льготное налогообложение в части туризма для субъектов Дальневосточного округа, именно субсидирование авиаперевозок, и именно развитие транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа, которые будут продвигать профильный комитет, они, я думаю, найдут поддержку и федеральных органов исполнительной власти. В частности, нам нужно будет очень положительное заключение правительства Российской Федерации. И в целом, для депутатского корпуса Государственной Думы в целом. Думаю, что по тем решениям, которые сегодня приняты, у нас есть по 2-3 пунктам продвинуться достаточно дальше, глубоко.